вообще стоит за этим? Какой мир? Я думаю, что мы по-настоящему не осознаем даже то, что скрывается за отдельными деталями. Какой смысл имеют отдельные атрибуты шаманского костюма? Потому что слишком многое ушло, и из того, что сохранилось, многое нам непонятно, просто потому что мы смотрим на это другими глазами. Мне было очень интересно атрибутика шаманская. Шаманы были разные. Меня встретил какой-то странный человек. Сказал: я шаман. Я знал, что ты приедешь. Я хочу тебе что-то показать. Вот, приходи. Я истопник в школе. Приходи, я тебе покажу. Как он знал, что я прилечу? Никто в министерстве-то не знал, что я в командировку в эту скоропостижную поеду. Вот. И он действительно мне ночью напел, наиграл, настучал в бубен. Замечательные вещи. Вот такие шаманы тоже были. Черные. Настоящий черный, если так говорить, черный шаман. Опасный. Но судьба хранила. Эдуард Ефимович – человек эпохи Возрождения. Его деятельность была очень многогранной, необъятной. Может быть, даже он работал за весь сектор какого-нибудь института, да, гуманитарного. И он, конечно, сформировал музыковедение в Якутии. Это изучение ладового строения и природы интонирования фольклора в целом, работы, связанные с бытованием фольклора в современности. И он не только стремился изучать архаичные виды жанра, и в том числе активно выходил в современное бытование, бардовую, например, музыку изучал, рок-музыку изучал в связи с этнической культурой. Его научные работы, связанные с вопросами сохранения и фиксирования фольклора в целом. И тут есть как бы два пути. Первый – это вопросы нотной фиксации фольклора, и второй – это вопрос, связанный с аудио и визуальным фиксированием фольклора. Он стоял у истоков формирования знаменитого 60-томника «Памятники народов Сибири и Дальнего Востока» и был на протяжении многих времен членом редколлегии. У нас в Театре оперы и балета Эдуарда Ефимовича еще знают как автора оперы «Песень о Манчаре». Конечно же, я должен сказать о Германе Никоноровиче Комаракове. Мой друг, соученик по Московской консерватории, не так давно приехавший тогда в Якутию, но уже много чего сделавший, написавший уже достаточно интересную музыку и еще не очень признанный, но уже многообещающий. Его голос в нашем дуэте композиторском был, конечно, решающим. Эдуард Ефимович является не только исследователем, но и замечательным собирателем фольклора. И его фольклорную и собирательскую деятельность можно рассматривать с разных сторон. Ну, во-первых, он, конечно, является революционером в этой области. Первыми собирателями до него были Марк Николаевич Жирков,
Грант Арамович Григорян, Николай Савельевич Берестов. Ну, то есть это были композиторы. И они делали слуховые записи. То есть слышали, как поет певец, и через призму восприятия своего музыкального слуха они фиксировали по нотам. А Эдуард Ефимович начал ездить в экспедиции с аудиозаписывающими устройствами. И поэтому объективное исследование фольклора значительно увеличивается. Например, если взять якутский фольклор, он является первым исследователем, который сделал многоканальную запись якутского кругового танца «Асохай». И это спустя 50 лет, например, мне помогло в изучении фактуры, то есть многоголосия якутского танца. Первая экспедиция у него состоялась в 1958 году. Он вместе с Ольгой Сидоркевич, тогда еще Ивановой, поехали в Амгу, и потом один он съездил в Татинский улус. И когда мы смотрим его фольклорные записи, они очень разнообразные и необычные. Это была первая экспедиция, и мы там проехали на мотоцикле вдоль всей Амги, от Самарсуна до Балагура. Ну, там было очень много интересных людей, интересных певцов. Замечательная в этом смысле была поездка и довольно результативная. Собрали 300, что ли, образцов. И, к счастью, большая часть этих записей сохранилась. Ну-ка еще раз спой. Это мне... Бажоп мне... Совсем по-другому. Бажоп подписал еще. Ну, а ты совсем по-другому поешь. А я сейчас, возможно, еще совсем по-другому стала петь. Спой. Арылағым сәдің ари сүйегейдігелер ачак өқтір оттарда ақанини да ақанини ақанини да ақанини. Экспедиция материалы қомиян тенсиян үріппетке ақсанақ. Бұл музыка материалын мұню оны үріті классификациялағын вопростары Россияға мүлтақтық туралар дейін әдірді. Үті үрдәқ проблема әлбақ үшуанай нада, әлбақ білі нада көрі нада, ол біліні көріні еңіріммеккейінен әдуарып мез боларын бұғытынан кені композиторды høystырға секретар дағыны хүджан үлелес біті ұлған чөні музыка беттердің композитордың алтыс біті бұл кені сүйінер еден көрдірір. Беге бейгөлі әмет әлбақсыларға салғанан бар бұда. Ол қомығы кені олысын керер беріттен еді. Меген Москвал бақты өңіран концерттерге жүйетті бұдан. Әлбағы мұқтанының көрігендер бұда. Ол ұлған суалталақ бол бұда. Кәлен бұл музей дағын тәрілетігер. Омысқа сығанына дағаны жан музыка арас өтті білін білелергер, сол көтті көттілергер, онына кәлін өдәр көместен қасты әсі ұшуына әкеті қолды бірге нұғышын үйләлән ярқтанар бітігер. Беге манна бұл музей ағылы бұты кәне ұтырпағыға тұлы кәне Америка бір Никольска ден ұшуына болан онны мантан барбары көрігіне бүгін авадиян ұшуына ден қолбағымыт ер боламыт қомыс әйгетін тұғынан үлі өрі көппіт, керчі астақ ұлыған үліні олы маңы аңғылетілінен сетегіне тақсы бұта. Ондан кәлен оның бечаттатан Новосельская журналға тақсы бұта. Алексей Никольская ден үшонай арас аппараттар көмілерінен бұл қомыс ес тұрғын, музыкатын ес тұрғын. Орда келелік, науға білелік қомыс чақчаларын келлерін сүріп бұта, келлер бұттары.
Ondan bir südü tügenesse Eduard hepimiz abiga soru budam onunla tümür ediyen. Tümü ülügüne nere ediyen. Arttılağır ediyen. Onunla kılaqtağır ediyen. Utuyatan ılır ırı. Ol ırı'nıkine tüğün üstü bud. Ol ırı'ta bilgin Boston Korat Üniversiteden fondadır sami kündü material. Künüs gelir, tühe bağırır kepsider, doyar, otan tüyünü ırı'a. O sağa hırıgar bağırın, ırkıttan bilere bite buluğa, istere bite buluğa. Anağın ketehan, manahan. Bu abigga ustu bıtırıyatan kine fonda gelder bit. Hetenik ciktileri serge, kine kame can serge ciktinden no entirergeden körsörü göstağıdan çoğulur bu üst komus var. Balgıstağ komus diyen, algıstağ komus diyen. Tüyce dosis ağvan ısıllarga Eduard hepimiz ığal bol budan Moskva'a. Bir kompozitör bu Zahar beden kurap kığın zoyana karganıl budan. Ol karganıl bu kemer Moskva'a diye bu Prokopeslev suap diyen uğuz. Kutan oңor bud üst komuğun kınyağa belakteriyer eppi debet. Eğgıgal üst oğulun yok kut. Kınlar jallaq jambulaktara diyen. Onu bu üst komuz kınlarga girdik jola kalbıdan. Kini iki oğlu bir kığı, kınlar iki oğlu bir kığı tarıtanlar. Ulhan can ülühü oңordular. Kız biraz edelaq. Ulatlar anıgı teknolojiya idelaq canlar, ulhan canlar. Onun komus ciktetin Eduard hepimiz dorğanının ere bol bakka manlık uğu gitti sıhıyan ustuğun ciktetin emi soğan sürüyer tefsir bolardı. Я не музыковед, и у нас таких общих не было, только профессиональных интересов, но мы как-то общий язык находили в отношениях к жизни, к культуре со студенческих лет. Может быть, страшно сказать, почти 60 лет с лишним мы с ним дружили, когда он учился в консерватории и до конца его жизни. Судьба связала Эдуарда Ефимовича с Зоей Захаровной как-то не случайно, как будто. Когда я начала смотреть их корни, удивилась, буквально глубоко уходит их национальную культуру. Потому что дедушка Эдуарда Ефимовича, Егор Алексеев, был не просто косторезом, а первым, кто стал членом Союза художников. Человек был очень талантливый, потому что в то время именно ему заказали подарок Сталину. Он сделал нож, такой очень красивый, ажурный нож из кости. Он действительно был подарен, этот нож, Сталину. Что касается Зои Захаровны, то у нее еще более крепкие корни. Дедушка Зои Захаровны, это Мытыйкы, это знаменитый был в свое время художник, живописец, церковный живописец Иннокентий Иванович Сивцев. А что мы о нем знаем? Сейчас вот всех церкви XIX века расписывали, в общем-то, якутские художники и приезжие мастера. Но сохранилась лишь одна церковь, которую расписал именно якутский художник. Это был художник именно Сивцев Мытыйкы. Это Бютейдехская церковь. И вот эти фрески до сих пор сохранились. У Зои Захаровны отец был известный композитор, а у Эдуарда Иосифовича отец был учитель, заслуженный учитель Мегинско-Камгласского района. Я думаю, что это, наверное, от матери идет. Ася Ильскович. Мама, она, не была она профессиональным музыкантом, но она, по-видимому, повлияла вот на этот выбор.
И если выходить за пределы якутского фольклора, он сделал уникальную запись локальной традиции грузинского фольклора, мигрельское многоголосие, от единственного исполнителя, который помнил эту старинную традицию, Поликарпа Хубулава. И эта запись была в студии, и путем наложения он смог сохранить эту запись. И теперь эта мигрельская традиция бытует. У него есть экспедиции в Бурятию. Он вместе с Эдашинима Дугаровым поехал в Монголию, на Алтай, в Адыгею. Помимо этого у него есть уникальные записи тоже вот в связи с грузинским фольклором, Краснодарский край. То есть, если когда мы смотрим географию его охвата, именно экспедиционного, то она практически проходит по всей Азии Советского Союза. Богатейшая коллекция, и сейчас его материалы хранятся в разных архивах. Да, не только в России, но еще за рубежом. Довольно большая коллекция хранится в архиве мировой музыки Гарвардского университета. Когда он с семьей туда приехал, свои бобинные записи он туда передал. Эти все записи сейчас оцифрованы, регистрированы, и можно зайти на сайт архива мировой музыки и слушать эти произведения. Большая часть материалов хранится в фонограмм-архиве Института русской литературы в Санкт-Петербурге. Его студенческие и ранние работы, например, 1957 года, записи хранятся в Московской консерватории, и часть оцифрованных материалов хранятся в доме Арчи в городе Якутске. Уезжая в Америку, он оставил материалы, вот здесь списки есть, которые были ленточные, и наказал, что мы его на новые носители перенесли. И вот эти материалы являются достоянием нашей республики. О нем можно очень много говорить, и я вспомню, в 1982 году в Алма-Ате прошла конференция «Музыка эпоса». Это, по-моему, впервые была такая конференция, когда обратили внимание на песнопение, на музыку эпоса. И здесь собрались сами такие фундаментальные, академические, научные светила. И благодаря Эдуарду Ефимовичу наш Шаланхов и тогда сказали, что эпос героический как таковой сохранился в Якутии. Потому что пришлось признать, что многие утеряли. Даже киргизские монахи сказали, что они знают отрывочно. После этого как-то какое-то движение пошло, я так считаю. В 2012 году, это его был последний приезд, тогда был юбилей Захара Винокурова, нашего первого профессионального композитора, отца Зои Захаровны, супруги Эдуарда Ефимовича. И он как бы чувствовал, он был во всех его дорогих местах. Например, он съездил в Ломтука, Мегина Кангаласкулус, на родину отца Ефима Алексеева. Он в Якутске был вот здесь недалеко, глухой переулок назывался, соляная лавка тогда была. Тогда его дом, оказывается, одноэтажный деревянный дом стоял. И он все это обошел. И я хочу сказать, что Эдуард Ефимович был абсолютно очень интеллигентным человеком. Он был всегда наравне с простым человеком, очень культурный, очень деликатный. Он никогда как-то не выпячил себя своими знаниями. И поэтому ему удалось найти ключ ко всем, ну, скажем, даже сложным личностям, которые многие годы скрывались. Особенно это касается шаманов. Прокопий Егорович помнит много шаманских песнопений. Он
Он неплохо разбирается в шаманской космогонии. Он сам изготовил и этот бубен, и этот костюм, который, кстати, отдаленно напоминает костюм эвенкийских шаманов. Ведь сам бубен — это и музыкальный инструмент. Причем музыкальный инструмент удивительный по своим возможностям динамическим, ритмическим, тембровым. Это музыкальный инструмент, голос или голоса которого внятны не только и не столько людям, сколько и животным, и духом. Но это модель мира по-своему. Он вместе с Еленой Новик и Слапинш сделал уникальную работу «Времена сновидений». Здесь мы в том числе знакомимся с фольклором народов Якутии. Например, очень хорошая зафиксированная запись есть эвенкийского шаманского камлания от Дарьи Кульбертиновой. Кто же они, эти шаманы? Люди, живущие в мире столь фантастическом и одновременно столь реальном. Люди, внушающие страх, смешанный с уважением. Или наоборот, готовые отдать силу, полученную от одухотворенной природы, своим страждущим ближним. В творческой деятельности Эдуарда Ефимовича есть уникальные работы, не только экспедиционные, но еще стационарные записи, например, от Прокопия Слепцова. И в настоящее время это являются самыми архаичными записями по фольклору северных якутов. Вторая – это, конечно, работа с Сергеем Зверевым. Да, и практически все студийные записи в Москве Сергея Зверева были сделаны при помощи Эдуарда Ефимовича Алексеева. А также записи Устина Нохсорова. И, например, диск, который называется «Поет Устин Нохсоров», также был издан под редакцией Эдуарда Ефимовича Алексеева. На его труды все опираются, особенно вот на его труд «Проблемы формирования лада» по материалам якутской фольклорной музыки. Она практически у всех выдающихся музыковедов является настольной книгой. Сейчас без него нельзя говорить о музыкальном фольклоре, не ссылаясь на его работы. И оставил также наследие в виде записей своих научных трудов, которым пользуются сегодня все, скажем, интересующиеся люди. И это был его подарок на будущее. Самое главное, чтобы коллекция потом могла расти, чтобы ее можно было дополнять, критически обрабатывать, что-то добавлять, что-то описывать какими-то статьями, чтобы она обрастала, то есть чтобы она жила и была открытой не только географически, но и во времени.